Друзья, всем привет! С вами канал Мигранты России. Здесь мы расскажем о мигрантах и про миграцию. Подпишитесь, и мы с вами продолжим. Уважаемые друзья, в Российской Федерации на сегодняшний день работает и трудится более 3 миллионов иностранных граждан. И зачастую они занимают те рабочие места, куда не идут местное население. И одна из таких сфер – это сфера такси, Яндекс.Такси. Многим местным жителям кажется, что иностранные граждане зарабатывают в Яндекс.Такси бешеные деньги. Вот за счет этого хочу показать вам отрывок, пару видео, посмотрите, и мы с вами продолжим. Яндекс – это самая вообще компания, которая только может быть. Мне, блядь, довелось поработать в такси и в доставке. Это просто мразоты. Мало того, что постоянно сталкивают лбами таксистов и пассажиров со своими точками, со своими правилами. Меня клиент может послать нахер. Ему за это ничего не будет. А мы, блядь, эти хуй... Падает рейтинг и нет потом заказов. Если, например, у меня платная подача, приезжаю к заказу и клиент отменяет заказ, мне вместо денег код на какой-то сраный приоритет, который по сути ни хрена не дает. Сегодня у меня день рождения, я весь день поработала на ставке, и одна клиентка, нахамив мне, просто был дождь, я попросила ее открыть шлагбаум, заехала во двор и донесла ее посылку до двери, и она мне в ответ сказала: ничего страшного, ножками дотопаешь. Я ей в ответ не стала хамить. Я позвонила в диспетчерскую, я говорю: я не буду туда доставлять вам заказ. Ну, блядь, этому ебучему дежурному или кто он там, блядь. Объясняю, что она не выходит за заказом, и меня не пускают во двор, на улице ливень. Они говорят: все в порядке, мы отменяем, делаем возврат, у вас ничего не будет. Через час берут и снимают мне 2000. Это ровно та сумма, которую я сегодня заработала, работая весь день, блядь, свой день рождения. Поддержка полная. Как не решает проблемы и клиентов, блядь, работников, блядь. Просто ужасное отношение к людям. Исчезают заказы, просто испаряются. Я сделала заказ, он просто испаряется. Я писала в поддержку. Они просто повторяют одно и то же роботы и никак не решают. Делаю заказ, нажимаю выполнить, и он просто исчезает. Как будто ничего не происходило. Просто подавитесь этими 200 рублями, блядь, что вы богаче от этого станете, блядь. Просто Яндекс, я вас ненавижу, что вы, мрази, загнули. Я вам клянусь, Яндекс.Такси в плане каких-либо разговоров в сторону пассажира или просьб превращается в какую-то Северную Корею. Я вам клянусь, здесь нельзя сказать им слово: вы какой-то раб, который не имеет никаких прав. Это я уже даже не говорю о том, что пылить или спорить, а просто сделать элементарное замечание невозможно, потому что все это перерастает в перепалку и словесный конфликт, где ты в любом случае, даже если тебя ткнули ножом, не прав, но мы дадим тебе промокод на 12 часов работы без комиссии. А то, что я перо под ребро получил, вам иди работай, у тебя промокод сейчас сгорит нахуй через 2 дня, ублюдок ебаный. Зачем ты вообще что-то говорил пассажиру, Да элементарно. Пройдите тестирование. Прошли тестирование. Как себя вести в конфликтных ситуациях? Прошли тестирование. Как вести себя в тарифе комфорт? Прошли тестирование. Школа обучения тарифу бизнес и премьер. Окей, купили пиджаки, галстуки, пяльцы на скетки, напялим. Прошли тестирование тарифа детского. Прошли тестирование тарифа попутчик. Изучили, обновили, самозанятыми стали, АСГОП сделали, страховку сделали. И в МФЦ таких людей за креслами не сидит, квалифицированных, как в такси. Ну и здесь, во-первых, реакция тех людей, русских, которые думают, что работать в такси очень легко. На самом деле это очень такой стрессовая работа, одна из самых стрессовых работ. Бывает, люди с настроением пассажира заходят, без настроения, кто-то конфликтный, кто-то агрессивный. И зачастую иностранные граждане, мигранты это все терпят, молча работают, чтобы не создавать конфликтные ситуации. То, что мы видели, 2 с вами эпизода, это всего лишь там
одна из тысяч таких конфликтных ситуаций, которые ежедневно сталкиваются иностранные граждане. Поэтому призываю всех местных жителей относиться к мигрантам с уважением, потому что они делают ту работу, где не делают местные жители. А с вами был канал Мигранты России. До скорой встречи. Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Москва, Московский областьтан баттер алам дегендер. Ипотекага Питерден без первоначального взноса. Эч кандай төлөмү жок. Ушул айымга кайрылып бересиңер. Аты Наргиза, телефон номери 8926 155 32 37. 8926 145 04 04. Жазып коебуз. Баш аягы ушул бир комплекстен эле 30дан ашык биз мекендешкерге үй алып бериптир. Москва область боюнча бир 20дай жакын курулуш компаниялар менен иштешет экен. Эң жакшы жери биринчи төлөмү жок. Кайрылып бериңиздер. Түзмө-түз иштешебиз. Görüşkенçe.